Не успели победители вернуться с соревнований, как практически сразу приступили к тренировкам. Важно не терять форму, так что на поле они выходят в любую погоду. Буквально неделю назад эти ребята показали идеальный результат и принесли республике золото. Кабардино-балкарский «Спартак» встретил у себя на поле чеченскую команду «Ахмат», ставропольцев «Машук» и наших маленьких чемпионов. Коэффициенты были равны, пока бакаевцы не стали забивать один за другим. Всецело владеют они пока что преимуществом. И ситуацией на поле они тоже владеют. Хорошо, здесь 6-й номер, какой проход, передача. И это просто великолепный гол. Турнир в Нальчике оказался жарким и по зрелищности не уступал профессиональному футболу. Дети всех команд выкладывались на максимум. Турнир стал хорошей проверкой своих способностей перед более масштабными соревнованиями. Победителя выбирали по олимпийской системе. В полуфинале наши состязались с местной командой «Спартака». Счет составил 4-2. Вторая игра началась пятигорским «Машуком». И здесь счет оказался колоссальный – 5-1. Против «Машука» они тоже играли более владеющим футбол. Вот, пытались нас продавить, забрасывать мячи на нападающего. Вот. Но все равно смогли. Мне кажется, мы сыграли очень достойно против этих двух команд. Год начинается для команды Бакаева хорошо. Победа над именитыми футбольными командами других регионов придала нашим парням уверенности. Главным бомбардиром турнира стал Муслим Кусиев. 13-летний юноша оказался шустрым и мелким, что помогло ему прорвать защиту оппонентов. Я постоянно присутствую на тренировках, всегда отрабатываю, и при постоянном посещении на тренировках мне удалось забить 3 гола. Мы были значительно сильнее, но все противники, которые мы играли, тоже хорошо играли, но против нас им было трудно. Наши футболисты подготовились отлично и показали хорошую игру. И это несмотря на то, что ребята были на год младше своих соперников. Вот эти турниры, они и показывают уровень нашей подготовки, уровень нашей тренированности, то есть в каком мы состоянии, то есть правильно ли мы работаем, правильно мы тренируемся. И, конечно, увидев то, во что мы играли, и увидев, как наши дети играли, конечно, я остался доволен как тренер. И мои друзья, которые вместе играли в футбол в Кабардино-Балкарии, тоже были под впечатлением от увиденного. Ребята показали очень хороший, взрослый, содержательный футбол. Бакаевская школа футбола открылась 2 года назад. За это время наши ребята выступили на многих футбольных турнирах и соревнованиях. До этого они стабильно держались на второй планке. В этом году они ставят цель только на победу. Уже нас пригласили после этого турнира. Есть такой ежегодный турнир Кубок Апшева. Он будет проходить в Нальчике тоже. Там международный состав участников. И в марте нас в Ставрополь пригласили на хороший турнир. Ну и в феврале, думаю, мы тоже поедем на турнир. Это вот в первой половине года. У нас уже 3 хороших турнира заявлено. Будем готовиться к этим турнирам. По словам детей, футбольный триумф на чужом поле вдохновляет их на новые спортивные достижения. Им не терпится принять участие в новых турнирах и повторить подобный результат. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Новости 24.